Деятельность отдела комплектования и документационного обеспечения организаций направлена на качественное формирование архивного фонда Чувашской Республики. В связи с этим проводится работа по комплектованию Госархива документами органов законодательной и исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных организаций, органов местного самоуправления, акционерных обществ, общественных объединений, политических партий, держателей личных фондов и документами по личному составу ликвидированных организаций. Отделом проводится ежегодная паспортизация архивов организаций, источников комплектования Госархива в соответствии с регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации. Один раз в 3 года составляется паспорт с обобщенными показателями государственного учета архивных документов об объеме фондов и состоянии обеспечения сохранности документов в этих организациях. По состоянию на 9 января 2020 года в списке источников комплектования Госархива значится 186 организаций. В соответствии с законодательством об архивном деле заключены соглашения о взаимоотношениях и сотрудничестве. Согласно соглашениям, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти передают документы на хранение в Госархив на безвозмездной основе. Документы ликвидированных организаций передаются на хранение в Госархив также на безвозмездной основе. Договор заключается только на проведение работ по упорядочению документов. Отдел комплектования организует и координирует работу организаций, источников комплектования Госархива по подготовке и внедрению типовых и примерных инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архиве и экспертных комиссиях, других нормативно-методических пособий по вопросам работы с документами. Также оказывает консультации ликвидирующимся организациям, не являющимся источниками комплектования Госархива, по вопросам упорядочения документов по личному составу и организует работу по их передаче в Госархив. В среднем в год проводится 300 консультаций. Специалистами отдела проводятся комплексные, тематические и контрольные обследования. В ходе комплексного обследования всесторонне обследуется ведение делопроизводства, обеспечение сохранности документов на стадии временного хранения, их использование, деятельность экспертных комиссий. Комплексное обследование проводится в среднем раз в 3-5 лет. Изучается качество подготовки и оформления документов, ведение номенклатуры дел, качество научно-технической обработки документов, организация учета документов и дел в архиве организации, соблюдение правил их выдачи во временное пользование. Тематические обследования проводятся в целях изучения постановки делопроизводства и условий хранения документов, как правило, в 3 направлениях. Документирование управленческой деятельности и качество подготовки и оформления документов, внедрение инструкции по делопроизводству и номенклатуры дел, обеспечение сохранности документов, находящихся на временном или постоянном хранении. По результатам обследований составляется справка, в которой даются предложения по устранению недостатков и рекомендации по совершенствованию работы с документами. Через определенный срок проводится контрольное обследование организации для наблюдения за выполнением рекомендаций, высказанных в ходе предыдущего обследования. После контрольного обследования может составляться справка или информация. Сотрудники отдела принимают участие в проверках по вопросам работы с документами, организуемых Минкультуры Чувашии. Специалисты отдела составляют заключения на описи, номенклатуры дел, акты о необнаружении и о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению,
выносят их на утверждение или согласование ЭПК Минкультуры Чувашии или МК Госархива. Особое место в деятельности отдела занимает работа с гражданами, держателями документов личного происхождения. Одной из форм таких взаимоотношений являются встречи и круглые столы, проводимые с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, ветеранами архивного дела, комсомола, партии, спортсменами, представителями творческой интеллигенции – художниками, режиссерами, народными и заслуженными артистами театров, поэтами, музыкальными деятелями и другими лицами. Совместно с сектором научно-справочного аппарата проводится работа по созданию устной истории и инициативному документированию значимых событий и фактов социально-экономической и культурной жизни республики.